Сегодня мы хотим пригласить вас на очень интересное занятие, которое называется образовательный нетворкинг. Что же обозначает это удивительное слово нетворкинг? Оказывается, по-простому, это сетевая деятельность, помогающая быстро и эффективно налаживать контакты и решить какую-то важную задачу. Вот сегодняшняя ваша задача. Больному с простудой и частым сухим кашлем врач, кроме лекарства, порекомендовал принимать микстуру из лекарственных растений для улучшения отхаркивания мокроты. Ваша задача – помочь ему выбрать лекарственное растение, посоветовать ему, как приготовить из него микстуру от кашля. Понятно? Да. Вам необходимо собрать информацию для выполнения этого задания, и вы можете это узнать, обратившись к своим учителям или одноклассникам, или использовать учебную литературу и интернет. Пожалуйста, начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, помогите нам выбрать лекарственное растение от кашля. От кашля помогает корень алтея. Все. Ребята, вот и подошли мы к финалу нашего занятия. Вы, наверное, просмотрели очень много информации и собрали нужную, чтобы порекомендовать нашему больному какое-то лекарственное растение. Давайте сейчас послушаем наших одноклассников. Корень является осевым органом, обладает неограниченным ростом и выполняет следующие функции. Лекарства чаще всего используют корни алтеи. Чем используют его суставы? Слизистые вещества. Их содержит Очередь слизь – главное действующее вещество. Слизь обладает следующими свойствами: смягчающим, иммуностимулирующим, увлажняющим, обволакивающим, болеутоляющим. Флавоноиды и дубильные вещества помогают снять воспаление. Мы нашли рецепт приготовления микстуры из корня алтея. Измельченный корень алтея смешать с водой в соотношении 13 к 460. Нам нужно было узнать, сколько воды необходимо добавить к 2 чайным ложкам измельченного корня алтея для приготовления микстуры. Если в 1 чайной ложке содержится 3,25 грамм корня алтея. У нас по условии 2 ложки по 3,25. Значит, умножаем 2 равно 9 на 13. У нас получается 230 грамм воды. Сегодня справились с поставленной задачей. Спасибо вам за участие.